زیاده از 4000 جای کاری میشه که Новый швейный цех в районе Рудаки закрыли сразу после торжественного открытия с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Как пишет Радио Азади, 1 октября президент Рахмон в районе Рудаки открыл центр торговли и обслуживания Давлати Зафар, на втором этаже которого был оборудован швейный цех со 100 рабочими местами. Пресс-служба Рахмона, публикуя новость, в очередной раз продемонстрировала, что якобы власти занимаются созданием новых рабочих мест для населения. На фотографии запечатлены женщины в спецодежде за швейными машинами. Журналисты 2 октября побывали в ЦТО Давлати Зафар и на втором этаже обнаружили пустой зал. А прошедшей накануне торжественной церемонии открытия свидетельствовали лишь плакаты, лозунги и постеры. Трое женщин-швей на условиях анонимности рассказали журналистам, что местные чиновники посадили их за швейные машины во время открытия президентом Центра торговли и обслуживания. За 4 дня до церемонии открытия швейного цеха мне позвонили из районного хукумата и попросили подготовиться к выставке народной одежды. В день открытия швейного цеха нас попросили посидеть за швейными машинами. Я сама швея и очень обрадовалась, подумала, что отныне буду работать здесь. Но после отъезда президента работники хукумата приказали нам сделать уборку в помещении и разойтись по домам. До сих пор жду звонка и приглашения на работу, говорит одна из женщин. Некоторые жители Рудаки считают, что местные власти занимаются очковтирательством и вводят главу государства в заблуждение, рапортуя о создании новых рабочих мест. Однако местный житель Арауф Хамидов не исключает, что глава государства прекрасно знает о том, что творится на местах, но делает вид, что ничего страшного не происходит. Следует отметить, что подобная практика широко применяется туркменским режимом. Для показа якобы благополучия в стране возводятся различные предприятия, здания и даже целые города в пустыне, только лишь для того, чтобы Гурбангулы Бердымухамедов провел официальную церемонию открытия этих объектов, которая транслируется в прямом эфире по всей стране. В конечном итоге возведенные объекты просто пустуют. Yil oldin topshiriq bergandim-ki, qanday bo'lmasa ham bu yerda ko'chirishimiz kerak. Bolalarimiz, nevaralarimiz hech qanday bu yerda kun ko'rishga iloji yo'q desak. Напомним также, что в 2019 году узбекские СМИ облетела история андижанской швеи, которая накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Андижанскую область выступила по местному телевидению и радостно сообщила о получении жилья от государства, а позже сообщила журналистам, что после отъезда главы государства ее попросили освободить жилье. Hozirda bizga bu kottejlarni berishmadi, egasi borligini aytishyapti.